Приветствую зрителей телеканала Якутия-24. В эфире программа News on Air, и я Мария Кардашевская. Сегодня Всемирный день домашних животных, поэтому со мной сегодня передачу будет вести мой помощник и главный любимец. Знакомьтесь, Пофичелло Кардашьяни. Ну что, давайте начнем. Практически каждый житель Якутии имеет домашнего питомца. Соцсети заполнены красивыми видео и фотографиями любимцев. Но сегодня мы решили взять не тщательно отобранные кадры из соцсетей, а кадры наших коллег. Итак, та-дам! Перед вами подборка забавных домашних видео сотрудников телеканала Якутия-24 со всей республики. Давай вещи собирай. Ой, молодец какая! Ой, какая хозяйственная девочка-то моя. Моя красотулечка, батюшки мои, какая хозяйственная. Давай, все вещи в дом, да? Ой, молодцы. Вот они, скалолазки. Выбираются в самую вершину. Такая вот красота. Вот здесь. Как я их люблю. Кормлю отборными сушами, пожалуйста. Кушайте. Скоро бизнес покупаем суши на 1000, потом продаем еще приедет за 400. Почему такое невостекление? Как уж все за порог сразу. Да, а вроде собака-то была неплохая. Надо тебя оживить. Листик, агент Листик. Именем Российской Федерации оживи! О следующем видео с нами поделились сотрудники контактного зоопарка «Зоополис». Специально для нашей программы они рассказали про своих питомцев, которых встретишь не в каждом доме. Давайте посмотрим. Это у нас бенгальская макака или макака резус. Его зовут Валера. Ему 6 лет. Он очень любит фрукты, овощи, в принципе, все ест. Все то же самое, что и человек. Это толстый ядовитый лори. Они у нас ночные животные. Днем они спят, ночью активничают. У него находится яд в подмышках и в области локтей. Также он обожает, когда ему чешут подмышки. Это у нас сурикатики. Это у нас девочка, ее зовут Малышка. Там у нас есть еще в домике мальчик. Это у нас африканские сурикаты, они у нас практически всеядные. Это у нас австралийская голубая квакша. У нее лапки на присосках, она у нас не прыгает, только карабкается. Петровый питон по кличке Лео. Сами по себе питоны отличаются своим спокойствием и толщиной. Он весит 85 килограмм, длину составляет более 5 метров. Сам по себе он кушает раз в месяц, переваривает он около недели. Это у нас бразильский птицеед, по-латински называется Лосядора парахибана. У нас есть и другие разновидности птицеедов. Сейчас вы видите именно бразильского. Это у нас азиатский лесной скорпион, или по-другому можно называть спиннихер. Это у нас йеменский хамелеон, по-другому шлемоносец. Ему всего год.
Они отличаются именно своим ярким окрасом, также у них глаза всегда направлены в разные стороны. Здесь у нас кошачьи лемуры катта. Лемуры у нас обитают только в острове Мадагаскар, но есть также в Якутске в нашем зоопарке. Когда лемуры кушают, они опрокидывают голову назад, чтобы сок стекал вниз. По кличке Кайса. Его нашли прошлым летом на острове, он был совершенно без матери. Ему было несколько дней, когда его принесли к нам. Сейчас же ему уже 1,5 года, и он проживает совместно с дикими кроликами, павлинами и воронами. Летучие собаки, по-другому их называют крыланами. Они у нас любят фрукты и овощи. Вы просто посмотрите на эти милые глазки. Это у нас вольер с лисой и песцами. Ей всего пару месяцев. Лисички на данный момент 6 месяцев, а песцам по 5. Ее зовут Афина, а песцов зовут Белла и Эд. Они у нас совершенно ручные, к ним можно заходить, их гладить и с ними играть. Это у нас ноутбуки платья. Это побитый нотовых, это у нас Мила, это у нас Степа. Носкуки вообще всеядные, они едят абсолютно все. Могут кушать как и мясо, так и фрукты. У нас свиночек Кексик. Также с ним находится девочка, ее зовут Венера. Еноты сами по себе очень любопытные, и они вообще во всю везде лезут. Особенно Кексик, он любит очень обниматься и целоваться. А следующее видео уже из соцсетей. На канале охоты и рыбалки Якутии поделились видео орла, который продемонстрировал потрясающую способность стабилизации. Тем временем в Якутии начался сезон красивых фото и видео с использованием воды, точнее льда. Точнее, в этот раз появился новый тренд – мыльные пузыри. Хомус – любимый инструмент народа Саха. В большинстве якутских семей хомус передается из поколения в поколение и является значимой частью истории семьи. Сегодня в республике отмечается День хомуса. 30 ноября 1990 года в Якутске был открыт первый и на сегодняшний день единственный музей и центр хомуса. Там собрана уникальная коллекция. В постоянной экспозиции музея собрано более 1700 хомусов. Некоторые из них олицетворяют собой жизненную историю. Например, здесь парный комплект, который имеет название Абакаяда. Абакаяда Сючу – женщина Саха, которая была наречена женой русского землепроходца Семена Дежнева. А рождение их сына Любима стало символом союза Якутии с Россией. А здесь 3 хомуса, которые имеют название Ыгэх. Подставка для них выполнена в виде традиционной коновязи народа Саха, а сами хомусы напоминают людей, собравшихся в национальном танце Огухай. Хомусы 57 народов мира собраны в единственном музее и центре хомуса в Якутске. Его в 1990 году основал Иван Алексеев, хомус-судьба. С тех пор коллекция постоянно пополняется. В музее представлена коллекция не только якутских мастеров, но и переданная музею коллекция Фредерика Крейна, американского варгановеда. – 29 ноября в музее открылась выставка «Народ Хомуха», приуроченная ко Дню хомуса. Всего на выставке представлено 216 хомусов от 8 коллекционеров со всей республики. И сегодня я хочу представить вам самого молодого из них, Дмитрия Руфова. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, об истории своей коллекции. Моя коллекция начала собираться, начиная с 2006 года, когда я учился в 6 классе. То есть мне родители подарили первый хомус. И с тех пор коллекция начинала из года в год разрастаться. И так уже собираю я свою коллекцию где-то 16 лет уже. И сколько всего здесь хомусов представлено? Здесь на выставке представлено 20 хомусов. Всего у меня 21. Так, и какой же остался? Остался мой самый первый, который был подарен родителями на день рождения.
в 2006 как раз таки году. Покажете нам? Да, сейчас. Получается, самый Вот. первый, да? Да, самый первый в моей коллекции хомус. А здесь только якутские хомусы или других народов тоже есть? В моей коллекции не только якутские хомусы, представлены также варганы разных народов, стран, ну и регионов России. Такие как вот из Алтая, Тывы, также Монголии, Китай, Индия, Германия, Вьетнам и Камбоджа с Японией. И расскажите нам, пожалуйста, может, у вас есть какой-то особенный хомус? Особенным я считаю хомус именно своей прабабушки, который мне передали родственники из Сунтара. И вот он как раз таки здесь в витрине есть. Он дореволюционный, ему сейчас, наверное, больше 100 лет будет, 100 с лишним. Нашли его дома, там, где жила прабабушка в Сунтарах, у младшего сына. Когда они делали уборку, случайно нашли его и решили мне передать. Отлично, спасибо большое. Выставка будет работать до 29 декабря. И напоследок хочу показать вам архивное видео. На нем запечатлен один из самых известных якутских мастеров Семен Гоголев, Амынникы Ус. Он раскладывал на полотенце выкованные хомусы и, играя на каждом, вслушивался в звуки. По основному звуку инструмента мастер определял, закалять или наоборот смягчать инструмент. Хомусы Амынникы Ус имели в основном звук ля. Он говорил, что лучшие хомусы те, что имеют низкий тембр. И на этом у нас на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Больше новостей вы можете узнать на нашем телеграм-канале, ссылку на который видите на своих экранах. С вами была Мария Кардашевская и мой маленький помощник Пофичелло Кардашьяни. До новых встреч!